Тема дня. Вы слушаете радио Крым Реалии, в студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона нашего прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. У вас есть возможность прямо к нам в эфир позвонить. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Вы можете там нас смотреть, слушать и задавать свои вопросы и комментарии. Также напомню, что нам могут звонить жители материковой части Украины 044 490 2905. Министры Европейского Союза решили добавить 7 российских чиновников в санкционный список лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины в связи с проведением в аннексированных Крыму и Севастополе российских местных выборов. Напомню, что такие выборы состоялись в Крыму и Севастополе 8 сентября 2019 года. На полуострове выбирали депутатов подконтрольного России Крымского парламента, членов Российского законодательного собрания Севастополя, то есть местного Севастопольского парламента, а также депутатов подконтрольных России местных советов на полуострове. Украина не признает законность таких выборов. Юридически ничтожными называли российские выборы в Крыму и Севастополе в Министерстве иностранных дел Украины. Тогда же ведомство призвало международное сообщество дать оценку проведению этих выборов. Европейский Союз, я напомню, также официально не признал выборы в Крыму и Севастополе, и эти, и те, которые проводились на аннексированном полуострове в 2016 году. И вот сегодня стало известно о санкциях Евросоюза в связи с этими выборами, и подробности мы узнаем у нашего коллеги. С нами на прямой телефонной связи корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе Григорий Жигалов. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас есть такая информация, данные агентства «Интерфакс», что в этот новый список попали Юрий Гацанюк, глава российского правительства Крыма, Михаил Развожаев, исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, спикер Российского заксобрания Севастополя Владимир Немцев, бывший спикер Российского заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева и еще 3 представителя избиркома Севастополя. Корректна ли эта информация, действительно ли именно эти люди фигурируют в списке? Ну, для того, чтобы уже окончательно убедиться вот в списке новых лиц, на которые распространяются санкции ЕС, ну, тут, наверное, нужно чуть-чуть подождать, дождаться публикации решения, но на уровне источников, действительно, источники вот офиса «Радио Свобода» здесь, в Брюсселе, они называют эти же 7 имен, это вот глава так называемого российского правительства Крыма, Гацанюк, в Рио российского главы Севастополя, спикер российского парламента Севастополя, Алтабаева, который, я так понимаю, сейчас сенатор от Севастополя в Совете Федерации, если да, действительно так. Это не так, да. И вот 3 члена избиркома Севастополя, контролируемого Россией. Я повторюсь, что по-прежнему эта информация пока на уровне источников, нужно немножечко подождать, когда официально будет она опубликована, тогда будет понятно. Но мы видим, что вот уже информации источников различных изданий, они совпадают, поэтому в принципе, я думаю, что здесь никаких неожиданностей ожидать не стоит. Я у вас сразу уточню, вот какие шаги, возможно, должны быть еще предприняты для того, чтобы мы могли сказать, что вот официально эти санкции вступили в силу. Ну, решение Совета министров Европейского Союза, которое было принято сегодня, это последний шаг на пути финализации этого решения. До этого там достаточно длительная обычно проходит работа на уровне дипломатов и так далее. Но вот сегодня это такой предпоследний шаг на пути финализации. Осталась чистая формальность. Дождаться, когда решение будет опубликовано в официальном вестнике Европейского Союза, после этого оно вступает в силу. В чем конкретно Европейский Союз ограничит вот этих упомянутых чиновников? Как на практике эти санкции выглядят? Ну, список ограничений, он известен, как он выглядит на практике. Вот здесь, наверное, сложнее будет сказать. Но смотрите, собственно говоря, вот эти ограничения, это давно действующие санкции за подрыв территориальной целостности Украины. Получается, что вот это список, в котором до сегодняшнего дня было 170 человек и 44 юридических лица. Сейчас вот с добавлением вот этой семерки сейчас там 177 человек и 44 юридических лица, которых в Европейском Союзе считают ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. И, собственно говоря, какие ограничения? Счета этих
физических лиц в Европейском Союзе замораживаются, и они не смогут получить визы в Европейский Союз, в страны Европейского Союза, ну, а с компаниями, которые указаны в этом черном списке, им запрещено вести бизнес. Такие ограничения, как это реализуется на практике, ну, вот мы с коллегами часто обсуждаем это и приходим часто к выводу, что у наверняка многих людей, которые находятся вот в этом списке, не было и нет каких-то активов в странах Европейского Союза, ну, потому что, еще раз обратите внимание на список людей, которые попали под санкции, ну, рядовые члены, не рядовые, но члены контролируемого Россией избиркома Севастополя, да, наверное, не стоит ожидать там каких-то больших активов. Ну, я не знаю, да, в любом случае, если есть какие-то банковские счета, какие-то активы, они в Европейском Союзе замораживаются, и въезд в страны Европейского Союза для них будет закрыт. Григорий, буквально последний к вам такой вопрос. Вот на какой срок принимаются такие ограничительные меры, и могут ли такое решение пересмотреть, если, например, кто-то из фигурантов санкционного списка не согласен с таким решением? Решение о санкциях действует полгода, каждые полгода его продлевают. Последний раз, если помните, санкции за подрыв территориальной целостности Украины продлевали в сентябре 2019-го, собственно говоря, отсчитываем полгода. В марте этого года вот мы ждем нового решения Совета ЕС об очередном продлении действующих ограничений. Надо сказать, что в последнее время сама вот эта процедура, она превратилась в достаточно формальную. А последний раз санкции против России продлевались даже без обсуждения, и пока в Европейском Союзе не видят оснований для того, чтобы санкции снимать. Если кто-то из фигурантов списка не согласен, есть суд Европейского Союза, и некоторые вполне успешно даже иногда могут там отстоять свои интересы, скажем так. Спасибо вам большое. Это был Григорий Жигалов, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе. Я напомню, что мы сегодня в нашем эфире обсуждаем новые санкции Европейского Союза против подконтрольных России чиновников из Крыма и Севастополя. Сегодня стало известно о том, что министры Евросоюза решили добавить 7 физических лиц в санкционный список, вот, связанный с Крымом. И в этом списке, по предварительным данным, например, подконтрольный России глава правительства Крыма Юрий Гацанюк, или же в их числе также исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Я отмечу, что теперь в санкционный список соответствующий включены 177 человек и 44 юридических лица. Как отреагировали на новость о санкциях непосредственно в Крыму? Есть реакция, например, председателя подконтрольного России Совета министров Крыма Юрия Гацанюка. Он отреагировал в своем фейсбуке, написал, что, цитирую, «искренне рад оказаться в компании достойных людей». Кроме того, вот по словам Гацанюка, он воспринял эту новость с иронией и добавил, что его поездки в страны Евросоюза не интересуют. Отреагировал на эту новость также исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Его цитирует агентство РИА Новости Крым. Он сказал, что его попадание в такой санкционный список не волнует. Далее цитата: «Зарубежных активов у меня никогда не было, поэтому замораживание активов меня не волнует. Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России». Это было заявление Михаила Развожаева. Помимо Гацанюка и Развожаева в этом списке еще 5 человек. Вот в частности, там и нынешний спикер подконтрольного России Заксобрания Севастополя Владимир Немцев, и бывший спикер российского Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, которая после вот этих упомянутых российских выборов в Севастополе стала сенатором, российским сенатором из аннексированного Севастополя. Мы перед эфиром связались также с Александром Молоховым, руководителем рабочей группы по международно-правовым вопросам при так называемом постоянном представительстве Крыма при президенте России. Попросили его оценить эти санкции, и вот что он нам сказал.
Я уверен в том, что когда эти люди соглашались занимать те посты, которые они заняли, они прекрасно понимали, что это может иметь для них определенные последствия. Поэтому я не думаю, что это хоть сколько-нибудь для них болезненным является. Это, во-первых. Потому что они понимали, что будет происходить в дальнейшем. А если говорить в целом, то, на мой взгляд, все-таки просто велика очень инерция того санкционного давления, которое изначально было запущено. Но все-таки, на мой взгляд, нет какой-то стройности в этом санкционном давлении. Это такие отдельные всполохи, что называется. Но в целом, на мой взгляд, санкционное давление, особенно со стороны стран Европы, по отношению к России ослабевает. Не случайно так по этому поводу, собственно говоря, украинские радикалы волнуются. Мы видим много проявлений этому в разных областях. Поэтому я бы не придавал столь большого значения тому факту, что вот какие-то индивидуальные санкции новые появились. Самое главное, на мой взгляд, это другое. Это то, что все-таки постепенно Крым прорывает международную изоляцию, международную блокаду в разных областях, и на международной арене, и в экономике, и в культуре. Вижу, что один из наших слушателей под YouTube-трансляцией спрашивает, если будут новые санкции, то будут и антисанкции со стороны России, что на этот раз будут давить бульдозерами. Но вот не все согласны с таким мнением на санкции. Вот некоторые пишут, что начхать на санкции, это цитата. Я напомню, что вот у вас есть возможность нас смотреть и слушать на YouTube-канале Крым Реалии. Вы там можете в чате оставлять свои вопросы, комментарии, но можете нами позвонить в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Давайте послушаем еще один небольшой комментарий Александра Молохова. Он еще сказал, что он считает, что те физические лица, которые не согласны с санкциями, они могут решение в отношении себя оспорить. Я всегда был сторонником того, чтобы оспаривать как персональные санкции, индивидуальные санкции, так и санкции секторальные в отношении Крыма. Они, на мой взгляд, абсолютно несправедливы, не соответствуют нормам международного гуманитарного права. Такие иски в суде Евросоюза, в суде справедливости в Люксембурге имели бы все шансы на успех. Напомню, что сегодня стало известно о том, что в Европейском Союзе решили добавить 7 подконтрольных России чиновников Крыма и Севастополя в санкционный список в связи с проведением в сентябре прошлого года в Крыму и Севастополе российских выборов. Я напомню, что Украина эти выборы не признает, но в числе этих 7 чиновников, по предварительной информации, которую подтверждают источники и Радио Свобода в Брюсселе, есть, в частности, глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк и исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Оба они отреагировали, уже сказали, что их эти санкции особо не волнуют. К нам по телефону присоединяется Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека и деоккупации. Ахтем ага, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы оцениваете решение Евросоюза? Вижу, что некоторые наши слушатели, которые смотрят нашу трансляцию на Ютубе, они вот как-то с иронией воспринимают это решение, якобы эти санкции совсем ни для кого в Крыму не болезненны. Зря так воспринимают, потому что мы видим, что в последнее время активизировались все вот эти вот подлецы, участвовавшие в той или другой степени в организации оккупации России и Крыма, бегут в Украину, получают паспорта, и потом здесь признают всю вину, и готовы покаяться, лишь бы получить через Украину все блага цивилизации, сообщения с цивилизованным миром. Поэтому, конечно, эти санкции необходимы, и это, пусть никто не сомневается, это очень сильно бьет и по вот той непогрешности вот этих вот назначенцев во власти. Другое дело, как мы иногда реагируем на вот такую инициативу со стороны наших европейских партнеров. Например, мы в последний год вообще не следим за, я имею в виду МИД Украины, которые по факту реагируют на то, что кто-то из санкционщиков, попавших под санкции, либо из коллаборантов, появляется на международных форумах. Это наша зона ответственности. Мы должны, как и раньше, как и все эти 5 лет, отслеживать, знать все мероприятия, проводимые на международных аренах, для того, чтобы проверять списки, вмешиваться и не давать возможности появляться там вот такого рода подлецам.
Что касается, и еще в том числе, мы вот недавно буквально закрыли уголовное дело по срокам давности одному из фигурантов-сепаратистов, которые активно участвовали в организации оккупации. Мы сейчас, вчера, прокуратура согласилась с доводами адвоката обвиняемого в том, что надо закрыть за сроком давности. Какой срок давности? Там люди и сегодня гибнут спустя 6 лет. Аж кричать хочется. Я просто напомню нашим слушателям, что это речь идет о деле Игоря Кучерявого из Севастополя. Мы сегодня немножко в новостях об этом рассказывали. От возмущения действием вот таких вот пособничеств. Это на самом деле такая тихое пособничество. Знаете, да, вот тема оккупантам. Это вот прикрываться нормой закона, когда могут применять другую норму закона в то же время. Нет, вот идут на поводу. Конечно, мы хотим, чтобы санкции еще больше ужесточились секторальной. И если вот такие все-таки ответы наших международных партнеров России на незаконные действия на оккупированной территории будут чаще, пусть даже сейчас вот эти вот физические, поименные, так сказать, санкции, то мы можем рассчитывать на то, что когда Украина представит весь пакет документов по тем судьям, которые незаконно выносят решения, по прокурорам, которые, в общем-то, в угоду оккупации, в угоду России чинят террор и незаконные действия против мирных граждан, мы будем знать, что эта работа будет правильно оцениваться партнерами, и дальше будут вводиться санкции. И это будет не 1000 человек, поверьте мне. Я у вас еще хочу уточнить, возможно, вам известно по вашей работе в рамках Меджлиса или же в рамках парламентской работы. Как вы считаете, вот достаточны ли эти методы давления, да, на подконтрольных России крымских чиновников, как вот в виде таких вот именно ограничительных мер, как санкции? Возможно, вы вот на таких встречах с международными партнерами говорите о том, что это давление могло бы быть существеннее, или же санкций достаточно? Сперва идут санкции, если это санкции физических лиц, то санкции физических лиц уже подтверждают виновность, незаконность действий вот этих оккупантов. И поэтому следующим этапом мы должны здесь уже в Украине отрабатывать уголовное преследование этих людей. И этот процесс, нельзя вот сейчас зациклиться только на том, что вот взагалі, да, секторальные ввести там по энергоносителям и ждать, вот когда это случится. Это достаточно скрупулезная, монотонная работа, и радует в этом плане, что все-таки, несмотря на послабление наших действий как государства на международных уровнях, все-таки мы видим готовность институций, международных судов и вот таких вот институций вводить санкции против незаконных действий физических лиц. Нам надо наращивать, нам надо все время ставить новые цели для наших партнеров, и они будут выполнять. А если мы будем говорить, да, что там случилось, подумаешь, какого-то Иванова там не пустят. Нет, это не так. Вот у меня к вам буквально один еще такой вопрос. Когда речь заходит о санкциях, то реакция, которая звучит из аннексированного, оккупированного Крыма, это что, санкции есть, они действительно, возможно, в какой-то мере ощущаются, но посмотрите, вот в последние несколько лет все чаще в Крым приезжают какие-то иностранные делегации, да, вот, например, очень любят в Крыму апеллировать к тому, что кто-то там из Турции приезжает в Крым. Кто эти люди, которые в условиях того, что Крым аннексирован, в условиях санкций, кто эти иностранные политики, деятели, которые в Крым приезжают? Такого рода одиночные, я имею в виду, випадки, вони будуть. Будуть, тому що, есть категория депутатов там Бундестага, да, немецкого, там, с Франции, приезжают, и это, скорее всего, есть вопреки общей политике этих государств. Но
Гораздо мы должны на это реагировать, принимать меры, делать свое, так сказать, реагирование очень жесткое, для того, чтобы официальные позиции этих государств не менялись, не ослабляли позицию давления по отношению к России. Что касается выражений там или высказываний непосредственно вот этих вот ватников в Крыму, и в частности, по поводу, что это вот ничего, вот видите, к нам едут. Да нет, не едут. Не едут, санкции не снимают, экономика вообще падает. И сегодня Россия настойчиво, уже даже Путин заявляет, что проблему воды разрешить не удалось. И, конечно же, вот эта тяжесть Крыма в связи с блокадой Крыма, она есть самая серьезная санкция против оккупанта. Но, еще раз повторяю, что касается Крыма, ни один не должен выпасть с поля зрения. Потому что завтра все равно будет Гаагский трибунал. И мы все должны готовы быть уже сегодня, представить по всем этим преступникам весь пакет документов. Это коллективное преступление. В этом коллективном преступлении есть роль каждого преступника отдельно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Это был Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины, член профильного комитета парламента по вопросам деоккупации. В частности, Ахтем Чийгоз. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем инициативу Европейского Союза расширить санкционный список в отношении тех подконтрольных России крымских и севастопольских чиновников, которые были так или иначе причастны к проведению в сентябре прошлого года на полуострове российских выборов. В этом списке по предварительным данным, по данным наших источников в том числе, есть и исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, и подконтрольный России глава правительства Крыма Юрий Гацанюк. А Ахтем Чийгоз, я напомню, он упоминал в своей речи дело Игоря Кучерявого, севастопольца. Мы сегодня немного в новостях об этом рассказывали, но могу проанонсировать, что завтра утром эта тема будет в нашем эфире, и вы сможете узнать подробности и позицию прокуратуры в частности. Сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Почему я спрашивала у Ахтема Чийгоза по поводу поездок иностранных граждан в Крым? Вот расскажу вам, почему повод такой был. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов на днях встретился с депутатами Государственной Думы России из аннексированного Крыма Натальей Поклонской, Русланом Бальбеком, Михаилом Шереметом, Константином Бахаревым, Светланой Савченко. Тут можно напомнить, что все эти депутаты из аннексированного Крыма, они в свое время попали в российский парламент по итогам выборов в Крыму, которые состоялись в 2016 году, и после этого они попали и в санкционные списки. Вот только Наталья Поклонская в эти санкционные списки попала еще раньше, как подконтрольной России прокурор Крыма. И на встрече с Аксеновым Поклонская, в частности, выразила надежду на то, что международные санкции, цитирую, уйдут в историю. Она вот анонсировала, что якобы на так называемый Ялтинский международный экономический форум в этом году в Крым приедут делегации из Индии, Туниса, Италии и Египта. Но вот, продолжая тему санкционного списка Евросоюза, можно обратить внимание на то, что в новом списке фигурируют представители подконтрольного России избиркома Севастополя, но нет никого из избиркома Крыма. Тут можно напомнить, что глава подконтрольного России избиркома Крыма Михаил Малышев уже в санкционном списке Евросоюза. Он, во-первых, руководил избиркомом еще и до аннексии. Вот в целом, если посчитать, где-то около 15 лет он уже руководит этим органом. Но с началом аннексии он еще и содействовал проведению в Крыму так называемого референдума весной 2014 года. После этого он и попал в этот санкционный список. Если его посмотреть, напомню, там сейчас по состоянию на сейчас 177 физических лиц. Там фигурирует, например, и Ольга Кавитидия, и Сергей Цеков. Это сенаторы из аннексированного Крыма. Они попали в Российский Совет Федерации после аннексии полуострова в 2014 году. В ответ для баланса можно напомнить о том, что в Москве говорят, что санкции не представляют никакой опасности для них. Вот осенью прошлого года министр иностранных дел России Сергей
Сергей Лавров говорил, что санкции Запада против России не работают и не заработают никогда. Это цитата. К нам по телефону присоединяется Леонид Власюк, российский политический аналитик, бывший аналитик российской партии «Единая Россия», который сейчас живет в Украине. Леонид, здравствуйте. Добрый день. Ой, добрый вечер. Вот вы согласны с заявлениями, которые звучат из Москвы, из аннексированных Крыма и Севастополя по поводу того, что санкции эти никого не напугают? Вообще, на самом деле, они пугают и достаточно сильно, потому что эти санкции имеют два вида воздействия, как минимум. То есть это воздействие, о котором сегодня и они не могут никуда поехать и не могут воспользоваться никакими деньгами. И у них нет возможности покинуть территорию России и просто съездить даже в отпуск. И во-вторых, эти санкции имеют отдаленные последствия и пугают их в том виде, что они не могут рассчитывать, что их забудут. О том, что пройдет время, их фамилии останутся. Рано или поздно все прекрасно понимают, что если мир не принял, когда власть России сменится, то им придется за это ответить, и они этого ужасно боятся. Вот вы согласны с тем, что действительно тот факт, что Россия Крым аннексировала, и сейчас он находится под контролем России, это ощущают на себе и российское правительство, и, возможно, даже российские граждане? Невозможно, а конкретно ощущают, потому что были введены и санкции, и были введены контрсанкции, даже элементарных вещей, таких как хороший, нормальный сыр, там невозможно купить. Вот еще такой вопрос. Мне кажется, что за эти 5 лет, в принципе, все российские чиновники, они понимают, что если их делегируют в Крым, в данной ситуации тут можно апеллировать, например, к Михаилу Развожаеву, которого в прошлом году назначили исполняющим обязанности губернатора Севастополя, что если они будут как-то связаны с Крымом, то на той же международной арене у них могут быть проблемы. Вот как вы считаете, могут ли они оказывать какое-то сопротивление, например, назначением в Крым, да, каким-то связям с Крымом, или же их вот эта репутация не особо интересует? Нет, у меня такое ощущение, что туда попадают те, это знаете, как уже отправили в ад. Больше им никаких возможностей не дают, а многие туда едут как штрафную роту на фронт, знаете, отбывать наказание за что-то. Или предатели, потому что предателей видеть нигде не хотят и предпочитают оставить их в том месте, чтобы они продолжали там делать свою работу, работать на оккупантов, потому что прекрасно понимают, что никто другой там этого делать не хочет, а у этих выбора нет. А заявление о том, что санкции ни на что не влияют, они звучат и от Министерства иностранных дел России, звучат и от депутатов Государственной Думы России, они направлены на внешнего, скажем так, потребителя информации или же на российских граждан? Кто главный реципиент таких заявлений? Такие заявления направляются именно внутрь страны. Это своего рода такая мантра. Вы знаете, как бывает там, у меня все хорошо, я спокоен, у меня не дрожат руки, хотя на самом деле все достаточно плохо, и все прекрасно понимают весь ужас сложившейся обстановки и дальнейшую глубину падения экономики, в том числе и под санкциями. Когда нет возможности поставить новое оборудование, когда нет возможности приобрести новые лекарства, когда нет возможности развивать свою экономику, невозможно получать кредиты, и приходится жить только с тем, что есть сегодня. Вот у них такая достаточно тяжелая проблема, и для того, чтобы не усугублять и не показывать, что все плохо, они вынуждены говорить, что все хорошо.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое, что вы к нам в эфир присоединились. Это был российский политический аналитик Леонид Власюк. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали информацию из Брюсселя о том, что в Европейском Союзе решили расширить санкционный список, который касается ситуации в Крыму. Добавили туда еще 7 физических лиц, в отношении которых будут применены ограничительные меры, как объяснял наш коллега, корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе. Эти ограничительные меры означают ограничения, которые касаются активов этих лиц в Европейском Союзе, если они есть, но также это касается и въезда в страны Европейского Союза. В числе этих людей, которые попали под ограничительные меры, по предварительной информации из нескольких открытых источников, вот есть исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев, есть глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гацанюк. Оба они уже отреагировали на санкции, сказали вот что-то в духе, что их это не пугает, и вообще им до Европейского Союза нет никакого дела. Я же отмечу, что на новые санкции отреагировал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он на своей странице в Твиттере написал о том, что, цитирую, Европейский Союз в который раз подтвердил неизменность своей поддержки суверенитета территориальной целостности Украины путем введения санкций в ответ на так называемые местные выборы в оккупированном Крыму и Севастополе, благодарен нашим партнерам за солидарность с Украиной. Я же благодарна тем, кто остается с радио Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Продолжаем работу в прямом эфире радио Крым Реалии. Я напомню, вы нас можете смотреть, слушать на YouTube-канале Крым Реалии. Можете даже все еще позвонить нам в прямой эфир по телефону, если у вас есть такое желание. 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. В студии для вас работает Елена Римовская и Рустем Халилов. Рустем принес нам в прямой наш эфир рубрику «Новости завтрашнего дня». Что там у тебя? И первая новость, которую я принес, касается Дмитрия Маликова, российского певца. Он хочет впервые посетить Балаклаву. Балаклавская бухта, по его словам, напоминает бухта Европы. Об этом в ходе видеомоста Москва-Симферополь, отвечая на вопрос корреспондента Крым-24, сообщил Дмитрий Маликов. Цитирую: «Это такое удивительное место. В Европе много таких бухт, а в Крыму и по Черноморскому побережью, по-моему, нет», рассказал певец. А был какой-то повод, почему Дмитрий Маликов принимал участие в видеомосте Москва-Симферополь? Ну, думаю, что... История умалчивает история об моей этом. новости об этом умалчивает. Да. Отметил он, Думаю, что никогда не бывал в Балаклаве ранее, очень хотел бы ее посетить. Напомним нашим слушателям, которые, возможно, тоже хотят посетить Балаклаву, что артисты и другие деятели культуры из России нарушают украинское законодательство, если приезжают в аннексированный Россией Крым и Севастополь, в случае с Балаклавой, через закрытые Украиной пункты пропуска. То есть, если вы едете в Крым по мосту, например, на поезде по мосту через Керченский пролив, или же прилетаете самолетом, то, вероятнее всего, когда вы захотите приехать на материковую часть Украины, вам въезд будет запрещен. Но вот некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, уже запрещено выступать на материковой части Украины. Поэтому Дмитрий Маликов, будьте бдительны. То есть эта новость завтрашнего дня может еще превратиться в новость послезавтрашнего дня, если Маликов приедет в Балаклаву, а потом решит дать концерт на материковой части Украины. Ну вот, кстати, тут можно, вот вспоминая Балаклаву, можно напомнить историю, о которой мы не так давно в эфире радио Крым Реалии рассказывали. Мы рассказывали о ситуации, которая возникла в Киеве с российской блогеркой, инстаграм-блогером Александрой Митрошиной, которая, как оказалось, вот во время уже того, как Крым
Крымский полуостров был аннексирован, она приезжала в Балаклаву, выкладывала оттуда фотографии, и потом вот приехала в Крым, в Киев, и дала там лекцию, и пришли активисты, которые спросили, ну как вам там было в Крыму или в Севастополе, где вы отдыхали? Она рассказывала о том, что она не знала, что есть какие-то там нюансы, но в конце концов ей въезд на территорию Украины запретили. Ну, Маликов более известная, наверное, фигура, и, наверное, я не уверена, сейчас в наше время, когда у инстаблогеров миллионы подписчиков, где Дмитрий Маликов, а где инстаграм-блогеры. Хорошо, тогда поговорим о патриотизме. Феодосия и Севастополь попали в топ мест для так называемого патриотического туризма. Города аннексированного Крыма попали в первую тройку городов воинской славы соседней России, куда якобы чаще всего отправляются туристы в патриотическое путешествие зимой. Об этом информирует сервис бронирования Twill.ru. Сообщается, что на первом месте в топе городов воинской славы оказался Санкт-Петербург, на втором аннексированный Севастополь, и замыкает тройку лидеров Феодосия в аннексированном Крыму. Также в десятку популярных городов для патриотического туризма в этом российском рейтинге попали Анапа, Петрозаводск, Воронеж, Тверь, Ростов-на-Дону, Белгород и Можайск. Вообще, любителям патриотического туризма дешевле всего будет отдохнуть в Воронеже. Это всего 1591 российский рубль за 6 ночей отдыхом обойдется. А дороже всего отдохнуть они смогут в Можайске. Им придется заплатить 10 тысяч рублей российских за 3 ночи. И отмечается, что рейтинг был составлен ко дню полного снятия блокады с Ленинграда в 1944 году, который отмечается 27 января. В Крыму, как пишет издание «Вести Крым», нашли более 30 популярных у автотуристов участков побережья. На полуострове проведена инвентаризация участков морского побережья за границами населенных пунктов с целью выявления наиболее востребованных мест у тех туристов, которые путешествуют по аннексированному, напомню, Крыму на автомобилях. И всего, вот рассказал председатель подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк, нашли 34 таких участка, из них 15 в Ленинском районе, в Черноморском районе 11, в Сакском районе 7 и в Раздольнинском 1. И Гаценюк сказал, что по итогам всей работы будут определены лица, которые будут отвечать за санитарную очистку этих территорий. То есть там будет чисто в теории. Но кроме популярных у автотуристов и участков побережья, в Крыму определили также самые грязные пляжи, которые отпугивают туристов. В данном случае источник — это глава подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гаценюк, который сегодня, вероятнее всего, попал в санкционный список Европейского Союза. Он написал на своей странице в Фейсбуке: «Неудовлетворительное санитарное состояние прибрежных территорий приводит к многочисленным жалобам местных жителей, отдыхающих, и негативно влияет на имидж республики. Эта проблема наиболее актуальна для Ленинского, Сакского, Черноморского и Раздольнинского районов». Напомню, это была цитата Юрия Гаценюка. Он также сказал, что наличие мусора по обочинам автомобильных дорог, видовых местах, расположенных на трассах полуострова, наносит большой урон туристической привлекательности Крыма. И я тоже его процитирую. «Необходимо закрепить ответственных лиц за контролем и уборкой этих территорий на постоянной основе. Уже на этой неделе проведем инспекционный выезд с привлечением специалистов Министерства ЖКХ, Минкурортов, Минэкологии, службы автомобильных дорог, глав муниципалитетов, в ходе которого выявим все несанкционированные свалки вдоль трасс», написал Гаценюк. Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею 1 000 000 российских рублей. По итогам 1317-го тиража русского лото Татьяна Сирота из Крыма выиграла 1 000 000 российских рублей. Путешествуя по Адыгее, победительница зашла в магазин «Пятерочка» за водой. На кассе увидела лотерейные билеты и купила себе один. Испытать удачу ей посоветовал отец, давний поклонник азартных игр. Вообще, это история о терпении. Вот сама Татьяна рассказывает это так. «Я отправила фотографию билета папе. Он смотрел розыгрыш по телевизору и сверял числа. После программы позвонила, сказала, что билет выигрышный. Вечером, то есть аж вечером, она проверила результаты в интернете, и когда увидела 1 000 000, от счастья по телу побежали мурашки», вспоминает Татьяна. И для вручения был даже установлен трон на Красной площади в Москве. Трон за 1 000 000 российских рублей? Говорит стихами наша ведущая Елена Римовская. У каждой улицы в Ялте
Появится свой дизайн-код. В городе решили сделать один формат архитектурно-градостроительного облика. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. И вот согласно сообщению администрации, ссылаются на замначальника департамента администрации Елену Орлинскую. В дизайн-коде будет отображен, к примеру, цвет фасадов домов. Настаивают там на светлых пастельных тонах, цвет оконных рам, дверей, расположение, габариты, вывесок и прочее. В общем, Ялта в теории будет выглядеть так. В правилах благоустройства закрепили цвет кровель. Это темные красные оттенки или красно-коричневые, серые оттенки цоколя, белые или коричневые оконные рамы, цвет стен и прочих элементов фасада. Кондиционеры и провода планируют перенести с внешней стороны на тыльную или под крышу. У каждого здания появится паспорт фасада. Таким образом они хотят сделать Ялту сказочной, гармоничной и красивой. Новость, ради которой был, собственно, весь сегодняшний эфир. Крымские чиновники назвали самые редкие имена симферопольских детей в прошлом году. Подбивают традиционно такую статистику всюду и в каких-то отдельных регионах, и на уровнях отдельных стран. И вот привели статистику в Симферополе. Глава отдела по регистрации рождений этого города Людмила Назаренко назвала вот эти наиболее популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным в 2019 году. Среди необычных мужских имен названы в частности Клауд, Дакш и Меделин, а женских Кетеван, Джансу и Рано. А я вообще бы хотел перечислить все, которые они считают самыми популярными и самыми редкими. Итак, в 2019 году самые популярные имена для мальчиков – это Михаил, Александр, Максим, Иван, Кирилл, Дмитрий, Никита и Егор. И самые популярные женские имена для девочек – Мария, София, Анна, Анастасия, Полина, Милана, Дарья, Кристина, Виктория и Арина. Наши с тобой имена не попали в перечень самых популярных в Симферополе. Остается радоваться, что они не попали в перечень самых редких. Вот в перечне самых редких мужские имена – Клауд, Архан, Маргар, Дакш, Сальман, Айкас, Меделин мужское имя. И женские имена – Данника, Китеван, Данелия, Джансу, Ляле, Лаурика, Рано. Это цитирует Назаренко, пресс-служба российской администрации Симферополя. Кроме того, в этой же пресс-службе сообщили, что в прошлом году в Симферополе было зарегистрировано рождение 60 двоен, а уже в этом году в Симферополе на свет появились 2 тройни, что стало редким событием за последние годы. И немного новость с оттенком криминала. В одной из крымских маршруток, следовавшей по маршруту Перевальный-Симферополь, разгорелся скандал. Вот я на этой маршрутке ездил лет 5, наверное. Водитель пытался выгнать из автобуса пассажира. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев. По словам очевидцев, пассажир-льготник был пьян, а водитель пытался от него избавиться, собственно. Видеозапись этого всего была размещена в группе «Автопартнер Крым-Севастополь ДТП». Такое длинное название в соцсети ВКонтакте. И на видео можно увидеть, как водитель пытается вытащить пассажира, сталкивает его на пол и сопровождает свои действия словами «Выйди из автобуса, я сказал». Я 2 остановки назад сказал «Сиди молча, напился». Мы не так давно рассказывали в нашем эфире о том, что в каком-то крымском городе, я боюсь ошибиться где, вот по итогам совещания, по-моему, в Ялте, заставили каких-то водителей маршруток извиняться перед пассажирами, потому что вот почему-то, когда крымчане жалуются на качество пассажирских перевозок, то обращение с ними водителей – это вот одна чуть ли не из главных причин, почему остаются пассажиры недовольны проездом. Это действительно какое-то массовое явление в Крыму, что водители грубят? Я думаю, это по-разному случается в разных регионах Украины. Да, когда-то в каких-то маршрутках в Крыму это происходит, но где-то водители достаточно вежливые. Вот неоднозначные ситуации, кстати, то, что пассажир был пьян, по словам водителя, разделили мнение о том, кто тут прав среди пользователей соцсетей. Кто-то считает, что среди пользователей, что прав водитель, а кто-то считает, что пассажир-льготник был прав в этой ситуации. Ну, я знаю, что вот в некоторых видах транспорта в правилах пассажирских перевозок указано, если я не ошибаюсь, что не может пассажир быть в нетрезвом состоянии, поэтому
ну, по крайней мере, если эти правила где-то есть, их можно запросить, и действительно где-то прописано, что вы не можете быть в нетрезвом состоянии, то, наверное, водитель может попросить вас выйти. Ну, тут, наверное, вопрос в том, как это было сделано, и, ну, возможно, там ситуация какая-то неоднозначная. Да, если мне память не изменяет, действительно такие правила есть, только там не предусмотрено, что делать, если пассажир отказывается выходить, и водитель решил, наверное, компенсировать этот недостаток вот своей такой активностью. Ну, в любом случае, тут можно напомнить уже под конец эфира, что подконтрольные России крымские чиновники, они говорят о том, что если вы сталкиваетесь с... что-то у вас вызывает недовольство в сфере пассажирских перевозок, то вы можете жаловаться на уровне разных администраций, там разные чиновники за это отвечают, но, тем не менее, очень активно отчитываются о том, что на такие заявления реагируют. В любом случае, мы вам желаем хорошего вечера. Спасибо, что вы с нами были. Елена Римовская, Рустем Халилов работали для вас этим вечером в эфире радио Крым Реалии. До свидания. До свидания.